Расскажу вам про богатство казахского языка. Хайрлы кун. Добрый день на казахском языке. Вы когда-нибудь задумывались, какой язык самый богатый в мире? Роман «Война и мир» Льва Толстого – одно из самых объемных произведений русской литературы. В нем 478 тысяч слов, почти 500 000. Казалось бы, это очень невероятно много. Русский язык в целом насчитывает около 200 тысяч слов. В самом большом орфографическом словаре Лопатина 200 тысяч слов. Английский язык при этом около 1,5 миллиона слов. Турецкий язык на 14 тысяч слов меньше казахского. Возникает вопрос, как так, что в романе «Война и мир» используется 478 тысяч слов, а всего в русском языке 200 тысяч. 478 тысяч слов. Это из них, например, 1500 раз написано слово «князь». И счетчик посчитал их все. То есть как 1500 слов. И очень много использовано слов на французском языке и использованы тюркские слова. А теперь внимание. В 10-томном толковом словаре казахского языка 2,5 миллиона слов. Да-да, вы не ослышались, 2,5 миллиона. Это делает казахский язык одним из самых богатых языков на планете. Почему так? Да потому что казахский язык – это не просто средство общения. Это звуковая память целого народа. Народа, который веками жил в тесной связи с природой, со звездами, с землей. И каждое тончайшее различие, будь то в шерсти лошади, в направлении ветра или в звуке кюя, имело свое отдельное слово. Например, в казахском языке десятки слов, описывающих разные виды степного ветра. Или слова, обозначающие возраст лошади с точностью до года. Например, хулун – это жеребенок до 6 месяцев. Жабага – от 6 месяцев до 1 года. Тай – от года до 2 лет. Это конь. Орда – жеребенок, сосавший кобылу до 2 лет. Кунан – от 2 лет до 3 лет. Конь. Кунажин – от 2 лет до 3 лет. Кобыла. Байтал – от 3 лет до 4 лет. Не рожавшая кобыла. И еще много слов про коней и лошадей. Скажу вам без перевода. Ат, мастек, казанат, сойгулюк, санлак, түйсіз, құлық, арғымақ, қасырақ, құлық, бие, қасаба, тұлпар, жабы, тумыш, қарабайыр. Или даже оттенки уважения в словах приветствия. Армысын. Чисты ли вы? Праведны ли ваши намерения, как мои? Это язык, в котором закодирована культура. Каждое слово – это часть мозаики, в которой спрятана душа народа. Утратить язык значит потерять ключ к собственному прошлому. А сохранить его значит защитить свою силу, свою глубину, свою уникальность. Сондықтан, егер сіз қазақша сөйлесеңіз, мұнымен мақтаныңыз. Егер қазақ тілін үйреніп жүрсеңіз, тастамаңыз. Ал егер әлі білмесеңіз, бір ғана сөзден бастаңыз. Өйткені арық қазақ сөзі тұтас бір әлем. Поэтому, если вы говорите на казахском языке, гордитесь этим. Если вы учите казахский язык, не бросайте его. И если пока не знаете, то начните с одного слова. Потому что каждое казахское слово – это маленький мир. Казахский язык – это не просто богатство. Это сокровище, которое уже у нас в руках. Осталось только не забыть, как им пользоваться. Всем мира и добра.